Дома бывает скучно, а тут не скучно, весело. Детский лагерь «Радуга» на базе 5-й средней школы сельского поселения Икажево впервые работает в условиях пандемии. Ограничения в отношении лагерей этим летом смягчили. Но насколько безопасен отдых детей, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. От стены мы отодвинули, вверх положили все. Все продукты, да. Да. И поставьте термометр, хорошо? Хорошо. Да. Обращают внимание на качество продуктов, наличие сопроводительной документации и условия хранения. В центре внимания и соблюдение противоэпидемических мер. У входа каждого учреждения обязательно должны быть приборы для измерения температуры и диссредства. А все работники должны иметь на руках справки об отсутствии коронавирусной инфекции. В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники также проверяют наличие учетно-отчетной документации. СОЖ номер 5 сельского поселения Икажево соблюдаются основные требования, имеются все сопроводительные документы, учетно-отчетная документация представлена, условия хранения продуктов также соблюдаются, отмечаются некоторые нарушения в ведении учетно-отчетной документации. Всего в лагерь зачислено 60 детей от 7 до 14 лет. Правда, сегодня застать всех не получилось. 2 отряда отправились на экскурсию. Максимально допустимая заполняемость лагерей до 75%. Работники признаются, что даже непривычно работать с таким количеством воспитанников, когда раньше их число всегда превышало 100. Тяжело привыкнуть и к другим нововведениям. Меры гигиены в условиях пандемии усилены как никогда раньше. Регулярные обработки помещений, поверхностей, средства индивидуальной защиты. Были раньше 100 чем-то детей, приходится постоянно соблюдать дистанцию, обрабатывать помещение. Когда они завтракают, после завтрака каждые 15 минут у нас идут обработки. Намного тяжелее. Ну а дети в период отдыха даже не ощущают хлопот взрослых. Стоящий на остановке трамвай обходит спереди или сзади, кто знает. Мы с вами тоже проходили. Так, воспитанники отряда «Дружбы» не только рисуют, играют, танцуют, но и набираются новых знаний. Сегодня, согласно плану, изучают правила дорожного движения. И что ты узнала для себя нового? Что нужно посмотреть по сторонам, когда обходишь дорогу. А еще? Что нельзя переходить на дорогу, когда горит красный свет. Летняя оздоровительная кампания началась и в маленькой стране на базе 4-й школы Икажево. Всего 5 аудиторий и столько же отрядов. Количество уже зачисленных детей в лагерь 63. Здесь тоже не обошлось без замечаний со стороны проверяющих. Отсутствие учетных документов, маркировки на столах и частично на разделочном инвентаре. У рукомойников не оказалось ни бумажных полотенец, ни сушилок. Надо было развесить полотенца, чтобы они висели, но они у нас стоят, то есть они должны прикреплены быть к стене. С завтрашнего дня они уже будут на своих местах. Пока одни проверяют, и другие отрываются под популярные хиты. В общем, скучать не приходится. Для детей созданы условия для личностного и творческого развития. Различные кружки, настольные игры, конкурсы. Довольны дети и питанием. Сегодня только первый день, пока зарядку делали, обед, потом в обед пошли, сейчас шахматы. Потом, может быть, еще там скакалкой на улицу в мяч играть пойдем. А кормят вас здесь вкусно? Очень. А что тебе нравится? Блинчики, там чай, масло, хлеб, каша. И Хадижа Албагачиева из отряда «Лидер» нашла себе занятие по душе, рассказывает, с шашками на «ты» уже много лет. Вот и сейчас не сомневается, что лидерство будет за ней. Я уже 5 лет играю. Я много раз играла и много раз побеждала. Плановые проверки сотрудники Роспотребнадзора начались с 15 июня, то есть с момента старта летней оздоровительной кампании. Надзор объектов отдыха детей продолжится до окончания оздоровительного сезона. Диана Дударова, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.